Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, 1 минутку займу вашего времени. У меня объявление по поводу личных гаданий. Личные гадания я на август и сентябрь брать не буду. Так сложились обстоятельства в моей жизни, что нет у меня такой возможности, и я не располагаю достаточным временем, чтобы и также делать и личные гадания. Я уже говорила и не раз, что это достаточно сложный процесс, и у меня порой на личное гадание уходит и по 2, и по 3, и даже по 4 часа. Поэтому вы уж извините, кто ждал, кто надеялся. Август-сентябрь я гаданий делать не буду. Если у меня что-то поменяется, я об этом обязательно скажу, сделаю анонс и напишу под видео в описании. Надеюсь на ваше понимание. Всем огромное спасибо за ваше терпение и за ваше благодушие. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что приготовила для вас Вселенная на следующие 7 дней. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую полезную и самую важную информацию. Давайте посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Так, неделя, сразу скажу, очень интересная. Тут очень плодотворная, плодовитая. И вы при прибыли. Смотрите, вот вы у меня как венец вышли, да, и в руках у вас вот прям такая вот капля огромная. Но капля воды — это вообще очень хороший знак, особенно в традиционном османском гадании. Вода — это всегда большая ценность. Это всегда, во-первых, она говорит и про любовь, и про деньги, и про исполнение мечты. Понимаете, вот это огромная капля, которая у вас в руках. Очень хороший знак, прекраснейший знак. Я надеюсь, что так все исполнится. Мало того, у вас еще, вот смотрите, здесь человек с таким огромным подносом, да, в степсе. И здесь то же самое. Видите, вам будут подношения, вам будут подарки, и вы в центре с огромным подарком от судьбы, от Вселенной. Возможно, у вас на следующей неделе какой-то праздник. К вам могут приехать гости, вас могут отметить на работе, вы можете быть именинником, либо что-то отмечать, да, то есть какие-то вот прям к вам идут подношения, и у вас праздник, вы получаете дары и подарки. Еще раз говорю, главный, конечно, подарок — это то, что вы получите от судьбы, какой-то шанс, какую-то возможность на исполнение, на улучшение, на прибавление, на любовь, на счастье, на здоровье. Понимаете, вот прям следите за каждый день, следите за всеми обстоятельствами и за всей информацией, которая поступает в вашу жизнь. Я вас уверяю, этот подарок, он очень многое в жизни вашей поменяет. Во-вторых, у вас здесь вышли веточки. Смотрите, веточки с листиками и с ягодками. Да, вот здесь у вас листики, а здесь у вас ягодки. Также говорит о том, что у вас прекрасная возможность получить хороший урожай. В прямом смысле слова, если вы занимаетесь сельским хозяйством, либо у вас есть дача, на которой вы выращиваете, я не знаю, что сейчас, сезон там яблок, да, груш, у кого-то, может быть, там арбузы, да? У кого-то там кабачки, баклажаны. То есть какой-то большой урожай вы получаете. Также, если вы не занимаетесь землей, да, не работаете на земле, здесь может быть урожай на работе, в ваших делах. Особенно хорошо у тех, у кого собственный бизнес, да, либо ваш проект был связан с тем, чтобы что-то где-то там продать, перепродать, получить. То есть здесь идет тут в прямом смысле получения. Также еще эти ягодки могут означать, и если вы хотели получить ипотеку, кредит, да, вот, чтобы вам одобрили. Одобрение идет. Так что, мои дорогие, очень плодотворная неделя, очень хорошая. Здесь у вас кошачья лапка. Видите, какая кошачья лапка? Вот она вышла здесь. Кошачья лапка — это редкий знак. Кто смотрит мои гадания, тот знает. Крайне редко она встречается. Очень хороший знак. Кошачья лапка говорит о том, что вы под покровительством высших сил. Есть такая легенда здесь, в Турции, что кошка, она рядом с Аллахом, и она всегда говорит: человек хороший либо плохой, да, и очень многие люди обожают просто кошек, их поддерживают, кормят, потому что люди верят в то, что кошка в будущем даст рекомендации Аллаху по отношению этого человека.
Ну, мы, конечно, не все мусульмане, и хоть мы и делаем, да, вот традиционное турецкое гадание, все равно я буду трактовать этот знак как знак божественной силы, что вам помогает, что вас поддерживают и что вам открыты двери. Открыты двери только те, которые для вас полезны, и те, которые вам нужны. То есть, если вы хотите какую-то ненужную, неважную вещь и прям на этом зациклены, да, вредную либо опасную для вашего здоровья, ее не дадут. Но если вы желаете что-то хорошее, доброе, светлое, знайте, что в 3 раза сильнее ваше, либо мощнее ваше желание исполнится, да, вам дадут. Очень хороший знак. Также этот знак может говорить о том, что вы будете иметь легкую руку, то есть к чему вы будете прикасаться. Вот кошка, она же ходит очень тихо, да, ну как легкая рука. К чему вы будете прикасаться, и все будет цвести, пахнуть, да, и будет результативным. Прикоснетесь к чему-то, да, в золото превратите. Так что, мои дорогие, особенно у вас какая-то неделя идет, во-первых, плодовитая, плодотворная, очень много исполнений, даров очень много. Все люди как-то вокруг вас, все крутятся вокруг вас. Здесь у вас вышла буква «Б». Вот либо человек, либо место, либо ситуация, связанная с этой буквой, будут для вас сверх какие-то успешные, удачные и принесут вам большую радость. Также я вижу гостей, которые... Но это не то, чтобы незваные гости, и не то, что вот вы в шоке, что вот нагрянули гости, а как будто бы вы действительно ждали, надеялись, что люди придут. Может быть, между вами и этими людьми была дистанция, либо какой-то резонанс произошел, да, что вы немножечко отдалились, и для вас эти люди, их мнение очень важно. И вот эти люди придут. Ну, например, вы там поссорились со своими родителями, либо с детьми, и вы вот с надеждой ждете, эти гости к вам приходят, и большая радость входит в ваш дом. Прям, знаете, вот прям как выдыхаете вы, потому что вы до конца как будто бы не знали, случится, не случится, получится, не получится. Здесь у вас еще, кстати, куриные лапки вышли. Куриные лапки — это у нас к находкам, потому что курица, она лапками гребет, да, и всегда находит самое вкусное, да, червячков, зернышки, камушки, что они там кушают. Вот у вас 2 лапки вышли, с одной стороны и с другой, справа и с левой. То есть эти 2 лапки говорят, одна сторона у нас, значит, личная жизнь, а вторая сторона финансовая. То есть и там вы найдете какие-то хорошие, добрые, нужные вещи, либо ситуации, либо чувства, либо эмоции для вас. Что касается любви, ну, я уже говорила, да, вы в центре внимания, все вам бьют поклоны, все вам говорят о том, как вы привлекательны, как вы замечательны и как вы нужны и важны людям. Ну, а для тех, кто, например, без пары и без брака, здесь прекрасный шанс на то, чтобы с кем-то пофлиртовать, познакомиться. Я не вижу здесь знакомства для семьи, для брака, ну вот именно в эту неделю, но я вижу какой-то флирт. Флирт, общение, когда глаза начинают гореть, когда вот прям чувствуете, что да, вот хочется мне любви, хочется счастья, пусть не с этим человеком, но с другим. Вот вы раскрываетесь, вы впускаете в свою жизнь энергию противоположного пола. Это очень важно, очень хорошо, очень полезно. То есть вы показываете мужчинам, что вы открыты для чувств и эмоций. И многие, кто хотел отношений, вы были закрыты. Закрыты, вот знаете, вроде как и хочется, и в то же время колется. Страшно. Вдруг не того мужчину полюблю, вдруг мужчина там обманщик, либо там с какими-то вредными привычками. И тут вы снимаете эти блоки. То есть вы принимаете своего визави, да, своего оппонента, неправильно, не оппонента, извините, сбилась прям, да, человека, с кем вы общаетесь, да, вы принимаете как равного, и вы открываетесь, вы, то есть впускаете эту энергетику. Это очень хороший знак. По поводу денег, то здесь вам могут, во-первых, вы можете что-то найти в одежде, вот как хотите. Может, будете перебирать какую-то одежду, либо что-то вот прям на голову вам упадет, какая-нибудь там курточка, да, и вы найдете деньги. Вот в каких-то вещах, либо где-то завалилось, закатилось, засыпалось. Возврат может быть денег, да, когда кто-то вам возвращает долг, либо дает вам что-то ранее, которое вот человек позаимствовал. Также на работе, возможно, где-то кто-то там найдет, что вам не доплатили, да, делают там пересчет какой-то, выплатят вам компенсацию, выплатят вам там положенное. Может быть еще ситуация связана
с тем, что вы, например, рассчитываете, да, оплатить какую-то определенную сумму. Вы эту сумму насобирали с горем пополам, грубо говоря, да, приходите, оказывается, что намного меньше нужно платить, и вам какая-то поблажечка идет. То есть какие-то могут быть даже скидки, какие-то очень выгодные предложения. То, чего не ждете. И это замечательно. Еще тот момент того, что два человека вот решают про новую крышу. Что-то, видите, крыша. Здесь либо вы будете думать о переезде, либо вы будете искать себе какое-то жилище для переезда, новые возможности какие-то, вот, да, может быть, даже работу вы будете искать под новое жилье, либо наоборот, вы будете искать жилье под новую работу. То есть здесь при каком-то условии идет этот переезд, либо поиск нового жилья. Я скажу вам такую вещь, что вам нужно искать через женщину, молодую, светловолосую и такую, знаете, худенькую. Вот эта женщина вам найдет какой-то очень хороший вариант, который полностью вот по этому хвосту русалки, во-первых, он будет настоящий, во-вторых, он исполнит вашу мечту. Также я вижу у вас какие-то угощения. То есть либо вы будете что-то готовить и угощать людей, либо вас кто-то будет угощать какой-то невероятно вкусной едой. Прям такие вот прям райское удовольствие какое-то вы получите. Либо, кстати, вы получите это удовольствие, когда люди будут хвалить вашу еду, какие-то ваши вкусняшки. Что-то вы такое можете сделать, что просто превзойдете сами себя. И вот это вот прям восхваление вас, что ух, как вкусно, как замечательно, какая же ты молодец, да, либо какой ты молодец. Очень что-то необычное вы будете делать. Дальше. Здесь маленький кораблик мне говорит о том, что будут какие-то разговоры, либо поездки. Но по маленькому кораблику какие-то близкие, либо, кстати, разговор, либо подготовка к дальней поездке. Но вот эту неделю как будто бы вы только обдумываете, либо это сам конец недели будет, потому что дорога, видите, тоже короткая вышла с этим корабликом. По этому кораблику ветер дует в другую сторону. Не в сторону вашей поездки, а в другую сторону. Возможно, вскроются какие-то обстоятельства, которые заставят вас немножечко понервничать. Да, что-то где-то вы не досчитали, не оценили. Либо, вот знаете, вплоть до того, что время поездки может быть там неправильно рассчитано. Достаньте свои билеты, либо сверьтесь со своими часами, да, какую-то ошибочку вы найдете. Тут вам прям совет и предупреждение, что нужно вот прям, видите, человек, он как будто бы еще и на руку, на часы смотрит. Видите, вот голова, и вот плечо идет, и рука, и человек как будто бы смотрит на свои часы. Вот, ну, такой жест делает, да. Посмотрите, что-то нужно свериться, чтобы не было у вас какой-то спешки и суеты. Нет, все, что вы запланировали, случится, но может быть вот какой-то спешки и суете, где вы можете что-то забыть, что-то где-то оставить. Вот это нехорошо. Дальше у вас идет полный рог. Полный рог мне говорит о том, что у вас будет стол полный еды, холодильник забит едой. Вы не будете эту неделю ни в чем нуждаться, будете чувствовать себя комфортно, хорошо, и это здорово. Так, еще тут вышел человек, извините, меня попу показывает, видите, вот голова, да, вот это задняя часть, филейная часть. Ну, кто-то себя проявит не самым лучшим образом. Человек, либо он будет пьян и так себя поведет, либо человек действительно раскроет свое истинное отношение к окружающим. Расстраиваться не нужно, переживать не нужно. Этот человек, он просто не в себе. То есть у него какое-то помрачение происходит. Будь то вина тому алкоголь, будь вина просто какое-то нервное расстройство. Этот человек одумается, этот человек еще к концу недели будет у вас просить прощения за то, что был хамовит, что вел себя как-то некорректно. То есть изменения еще будут от него приходить очень долго. Тут и цветы могут быть, и подарочки, и на колени тоже может встать, да, попросить прощения. То есть человек постарается. Мои милые, неделя очень хорошая, очень плодовитая и очень плодотворная. Не пропустите тех шансов и возможностей, которые идут в вашу жизнь, и постарайтесь никуда не опаздывать. Знайте, что вас Всевышний и ангелы берегут, но, и опять же таки, да, на Бога надейся, а верблюда привязывай, да. Постарайтесь сами тоже себе просчитывать наперед и постарайтесь везде успеть. Вот это важно, прям важно, везде успеть. И тогда все будет просто замечательно. Блистайте, светитесь и наслаждайтесь собой. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.